Саламатсыздар ма? Қазақ тілі сабағы табыс септік. Винительный падеж. Табыс септік, винительный падеж казахского языка по своему значению соответствует русскому винительному падежу без предлога и в предложении выступает в качестве прямого дополнения. Винительный падеж табыс септік отвечает на вопросы кімді, кого, нені, что. Существительные в винительном падеже принимают окончание д, т, н, н. Если конечный звук слова звонкий ж, з, у, ю или сонорный и, л, м, н, р, у, то к нему прибавляются окончания д. Например, мысалы, нанды кес. Слово нан в конце слова сонорный н. К нему прибавляется окончание д. Здесь возникает вопрос, почему не д? Потому что слово нан твердое, а у нас твердый гласный, поэтому к нему прибавляется окончание тоже твердое. Д. И тоже твердый гласный. Режь хлеб. Дальше. Үйді көр. Үй в конце слова и сонорный и. К нему прибавляется окончание д. Слово үй мягкое, мягкий гласный, и прибавляется окончание тоже мягкое, мягкий гласный. Идем дальше. Если конечный звук слова глухой согласный к, п, с, т, ш или оканчивается на звонкий согласный б, в, г, г, д, то к нему прибавляются окончания т, т. Мысалы, құсты көрдім. В конце слова құс буква с, глухой согласный, и прибавляется окончание тоже с глухого согласного. Опять же, слово құс твердое, поэтому прибавилось окончание т, тоже твердое окончание. Сүтті іштім. Также т, глухой согласный, после него прибавляется окончание т. Сүт мягкое слово, поэтому прибавляется окончание мягкое. Дальше идем. Если, конечно, звук гласный а, е, и, я, но кроме в случаях притяжательной формы третьего лица, то к нему прибавляется окончание н. Например, мысалы, өрмекшіні ұстадым. Өрмекші слово заканчивается на гласный Здесь слово корень өрмекші, поэтому прибавляется окончание н. Өрмекшіні ұстадым. Слово өрмекші мягкое. В слове өрмекші, они все мягкие гласные, поэтому прибавляется окончание н. Ол тапсырманы орындады. Тапсырма заканчивается на гласный а, поэтому к нему прибавляется окончание н. Слово тапсырма твердое, прибавилось окончание тоже твердое. В случаях третьего лица формы принадлежности тәуелдік жалғау к нему прибавляется окончание н. Мысалы, оның кітабын алдым. Вообще слово кітап, корень слова кітап. Не кітап, книга, да? Это уже
тәуелдік жалғау, үшінші жағы. Притяжательное окончание третьего лицо. Теперь это слово уже с окончанием принадлежности, поэтому к нему только прибавляется окончание «н». Дальше. Ол әжесін тыңдайды. Корень слова әже. Кто? Бабушка, әже. Әжесі, оның әжесі. Это тоже слово, уже поспряженное слово. Тәуелдік жалғау, третье лицо. И к нему прибавляется тоже окончание просто «н». В обоих случаях хоть слово, если спряженное, хоть слово твердое или мягкое, не относясь к этому, прибавляется окончание только «н». Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.